Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. На второй день своей рабочей поездки по Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в местечке Султан-Обод сельского джамуата Зар-Замин Бободжон-Гафуровского района заложил основу для создания интенсивного сада. На второй день своей рабочей поездки в Сагдийскую область основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в местечке Султан-Обод сельского джамуата Зар-Замин Бободжон-Гафуровского района заложил основу для создания интенсивного сада. Здесь же лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, во вновь созданном интенсивном саду посадил саженцы фруктовых деревьев. Обществом с ограниченной ответственностью Афзали Зар-Замин первоначально был создан интенсивный сад на 7 гектаров. На 1,5 гектарах посажены саженцы черноплодной сливы, на 3,5 гектаров абрикос сорта Мирсанджали, на остальной территории саженцы персика. Саженцы были выращены в филиале Института садоводства и овощеводства Сагдийской области. В целом, складом дихканских хозяйств и местных предпринимателей в местности Султан-Обод будут созданы интенсивные сады на площади 300 гектаров, урожаи которых в основном ориентированы на экспорт. По мнению специалистов, интенсивные сады намного более урожайны и доходны, чем традиционные. Уже который год в стране практикуется их закладка. Они будут плодоносить в течение 3-4 лет. В ходе беседы с садоводами и другими сельскохозяйственными работниками лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул необходимость выбора правильного места для посадки деревьев, создания более экспортно ориентированных садов, использования холмов для увеличения площади садов и призвал прислушаться к советам и рекомендациям ученых. Обеспечение садоводов качественными саженцами, отвечающими требованиям сегодняшнего дня, считается одним из важнейших вопросов. В настоящее время в районах Сагдийской области свою деятельность осуществляют 8 хозяйств по выращиванию саженцев и другие аналогичные хозяйства, которые вносят весомый вклад в дело обеспечения садоводов и земледельцев саженцами фруктовых и декоративных деревьев. Сагдийский филиал Института садоводства и овощеводства в рамках государственной поддержки при помощи ученых и специалистов сферы также добивается заметных результатов в направлении выращивания различных сортов урожайных деревьев, адаптированных к климату страны. В местечке Султан-Обод сельского джамуата Зар-Замин Бободжон-Гафуровского района глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил садоводам Сагдийской области и ответственным лицам агропромышленного комплекса и дальше увеличивать площади интенсивных и суперинтенсивных садов. В этом случае увеличится объем экспорта фруктов, а наряду с этим жители будут обеспечены рабочими местами. В Бободжон-Гафуровском районе Сагдийской области в 2016 по 2020 годы создано около 1200 гектаров новых садов. Прославленные садоводы Бободжон-Гафуровского района намерены использовать имеющийся потенциал для большего увеличения площадей под сады в будущем. В послании лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Маджлисе Оли в этом году было отмечено, что площадь садов и виноградников достигли 200 тысяч гектаров, что в 2,2 раза больше, чем в 1991 году. В период независимости в стране было создано новых садов и виноградников на более 112 тысячах гектаров. С целью поддержания земледельцев глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании Маджлисе Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года поручил в 2021 году освободить земледельцев от единого налога на землю. Эта забота государства и правительства обязывает земледельцев, особенно садоводов и виноградарей, еще больше прилагать усилия в направлении рационального использования земли, повышения урожайности, использования новых путей и методов для производства качественной продукции. В рамках программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы садоводы и виноградари Сагдийской области достигли значительных результатов. За это время в городах и районах Сагдийской области созданы новые сады на площади около 4360 гектаров, что составляет 170% от плана. Увеличение площадей под новые сады в Сагдийской области в основном происходит за 3 последних года. В рамках указания
указаний и напутствий лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в течение 5 последних лет в городах и районах Сагдийской области вместо 2076 запланированных гектаров восстановлено более 5000 гектаров старых садов. В этот период на 207 гектарах созданы интенсивные сады, где выращиваются яблони, сливы, абрикосы, персики, вишни, груши, миндаль, орехи и айва. С целью увеличения объема производства и экспорта фруктов, обеспечения потребительского рынка экологически чистыми фруктами в рамках программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы в Сагдийской области на территории 373 гектаров восстановлены старые виноградники и на 351 гектаре созданы новые. В рамках своей рабочей поездки в Бободжон-Гафуровский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил сельскохозяйственную выставку. Труженики района на ней презентовали свои достижения в направлении садоводства и животноводства. В рамках своей рабочей поездки в Бободжон-Гафуровский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил сельскохозяйственную выставку. Труженики района на этой выставке презентовали свои достижения в направлении садоводства и животноводства. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомившись с деятельностью земледельцев района, провел с ними теплую беседу. Как было сообщено, в настоящее время в районе наряду с уходом за традиционными садами устойчиво продолжается создание интенсивных и суперинтенсивных садов. Садоводы в ходе презентации различных сортов низкорослых деревьев, предназначенных для интенсивных и суперинтенсивных садов, заявили, что на данный момент площадь интенсивных садов в районе составляет 90 гектаров, около 8 гектаров из которых занимают суперинтенсивные. Продукция, собираемая в таких садах, в основном предназначена для экспорта, обладает высокими вкусовыми качествами и привлекательным видом. На выставке были представлены низкорослые саженцы черной сливы, 4 сорта персиков и 2 сорта абрикосов, выращивание которых налажено таджикскими учеными. Было сообщено, что интенсивные и суперинтенсивные сады по сравнению с традиционными садами являются намного урожайнее, а деревья в них плодоносят быстрее. Было сообщено, что в рамках программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы площади под сады и виноградники на территории района увеличиваются. Таким образом увеличивается производство сельскохозяйственной продукции и ее экспорт. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку развитию и расширению садоводства с использованием новых методов на территории района, а также дал ответственным лицам полезные советы и указания по правильному уходу и выращиванию саженцев низкорослых деревьев. Труженики района также выставили на показ породистых животных, которые сегодня выращиваются и содержатся в дихканских хозяйствах. Было отмечено, что, как и в других регионах Таджикистана, за последние несколько лет в Бободжон-Гафуровском районе с принятием отраслевых программ развивается животноводство. Увеличилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Так, в 2020 году поголовье крупного рогатого скота в районе увеличилось на 2873 головы, а общее число доведено до 80 553 голов. На территории области всесторонне осуществляется комплексная программа развития животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы. В ее рамках зарегистрированы хорошие показатели развития. В частности, в 2020 году поголовье крупного рогатого скота в масштабе области достигло 669 710 голов. Поголовье мелкого рогатого скота составило 1 574 769 голов. Показатель по мелкому рогатому скоту по сравнению с 2019 годом превышает 12 735 голов. Также были представлены виды породистого крупного дойного скота, в том числе таджикских пород, симентальские быки и дойные коровы. По данным земледельцев, крупный рогатый скот симентальской породы адаптирован к нашему климату и по продуктивности отличается от других пород. Каждая корова этой породы дает от 22 до 35 литров молока. В настоящее время их разведение в малых и крупных хозяйствах района налажено должным образом. В результате производство молока и мяса заметно увеличилось. Ежегодно производство молока в районе увеличивается до 972,8 тонны. На выставке главу государства проинформировали, что в районе развивается разведение мелкого рогатого скота. Его поголовье во всех формах хозяйствования составляет более 210 150 голов.
На выставке были представлены овцы гисарской породы, афганской гибридной породы, местных пород, а также многошерстные ангорские козы. Как было сообщено, в период окота со 100 голов крупного дойного скота здесь получают до 70 голов приплода, а со 100 голов мелкого рогатого скота до 85 голов, благодаря чему поголовье скота в районе ежегодно растет. Труженики Бобойонга-Фуровского района также выставили на показ 3 породы лошадей, 2 породы верблюдов и яков, разведение которых в районе расширятся. В ходе посещения выставки лидером нации и его теплой беседы с тружениками района они поблагодарили главу государства за постоянную поддержку и внимание к сфере сельского хозяйства и заявили, что в дальнейшем приложат больше усилий для развития сферы и обеспечения населения сельскохозяйственной продукции собственного производства. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал хозяйственникам ценные советы по разведению и увеличению поголовья породистого скота, назвал развитие всех секторов сельского хозяйства одним из основных факторов обеспечения изобилия продукции в нынешней ситуации. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Бустоне ознакомился с деятельностью государственных унитарных предприятий Дузандаги и Появзол Барури, агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бустоне ознакомился с деятельностью государственных унитарных предприятий Дузандаги и Появзол Барури, агентства по обеспечению специмуществом при правительстве Республики Таджикистан. Сначала лидер нации посетил выставку декоративных вечно-зеленых и тенистых деревьев, организованную во дворе предприятия. На показ было выставлено большое наименование саженцев декоративных и тенистых деревьев, большинство из которых выращивается в питомниках агентства на территории Сагдийской области. Следует отметить, что швейные и обувные цеха в поселке Палас города Бустон были созданы агентством по обеспечению специмуществом при правительстве Республики Таджикистан по непосредственным указаниям и поручениям лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. 16 ноября 2017 года эти производственные предприятия были открыты при непосредственном участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Целью создания этих цехов является обеспечение подразделений вооруженных сил страны военной формой и трудоустройству жителей, особенно местных женщин. Цеха по производству военной формы и обуви обеспечены необходимыми условиями и оснащены современным оборудованием. В соответствии с планом в этих цехах налажено производство одежды для военных структур и правоохранительных органов, обуви для солдат и офицеров. Главу государства проинформировали, что в цехе по производству обуви работают 50 человек, а в швейном цехе 150 местных женщин заняты пошивом военной формы. Наряду с женщинами к пошиву военной формы и обуви также привлечены солдаты. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, проявил особый интерес к производимой в этих цехах продукции и дал конкретные указания и поручения для обеспечения силовых структур страны одеждой собственного производства на все времена года, еще большего расширения деятельности и увеличения объема производства. По информации ответственных лиц, производственная мощность обувного цеха составляет 15 тысяч пар в год, а сырье, из которого изготавливается качественная кожаная обувь, в основном завозится из Российской Федерации. Руководители цеха планируют в ближайшем будущем получать сырье для производственного процесса от отечественных предприятий. В этом направлении уже заключены договора. В обувном цехе работа осуществляется вручную. Специалисты с использованием передового опыта изготавливают качественную обувь для солдат и офицеров. Ранее товары и материалы, которые в настоящее время производятся в государственном унитарном предприятии Дузандаги и Появзол Барури агентства, полностью импортировались. В соответствии с планом в 2020 году около 20 тысяч комплектов военной формы было произведено на этом предприятии. Ответственные лица планируют в текущем году увеличить производственную мощность. Одежда, производимая предприятием для летнего и зимнего сезона, отличается высоким качеством, формой и размерами. С созданием благоприятных условий для работы было налажено шитье одежды для групп специального назначения силовых органов страны, которые также имеют высокое качество. Стоит отметить, что в Бустоне осуществляет деятельность государственное сельскохозяйственное предприятие «Палас», агентство по обеспечению специмуществом при правительстве Республики Таджикистан, общей площадью 14 086 гектаров. На землях предприятия выращиваются овощи, зерновые, пшеница, хлопок и другие виды сельхозпродукции и поставляются подразделениям вооруженных сил республики. Также здесь налажено разведение крупного и мелкого рогатого скота. Предприятие имеет различную сельскохозяйственную
сельскохозяйственную технику и насчитывает 130 сотрудников. На основе указаний и непосредственной поддержки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, подразделения вооруженных сил республики полностью снабжаются продуктами питания, военной формой и качественной обувью за счет предприятий и цехов агентства по обеспечению специмуществом при правительстве Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения руководству агентства по обеспечению специмуществом при правительстве Республики Таджикистан по систематическому контролю деятельности швейного и обувного цехов. Ну и также сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Бободжон-Гафуровском районе Сагдийской области посетил современную теплицу общества с ограниченной ответственностью ММК «Агро» и принял участие в сборе урожая помидоров. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Бободжон-Гафуровском районе Сагдийской области посетил современную теплицу общества с ограниченной ответственностью ММК «Агро» и принял участие в сборе урожая помидоров. Объект был создан в рамках непосредственных напутствий лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В нем с использованием новейших инновационных технологий выращиваются помидоры, огурцы, болгарский перец и другие овощи. Инновационная теплица на площади 2 гектара была создана в 2020 году предпринимателем Мирзо Бахтиером Мирзо Бахадуровым и делится на две части – гидропонную и органическую. Технология выращивания закуплена в Южной Корее. На 1 гектаре теплицы созрели 4 сорта помидоров – алая каравелла, адриатика, розовое бычье сердце и дафнис. Эти сорта помидоров адаптированы к местному климату, имеют большой спрос и устойчивы к различным заболеваниям. Выращивание и уход за семенами различных сортов помидоров и других видов овощей осуществляется в автоматическом режиме, а для обеспечения хорошего качества продукции и повышения урожайности различные удобрения поступают путем капельного орошения. Нормализация температуры гидропонной теплицы сохраняется с помощью паровой системы и в автоматическом режиме обеспечивается во все времена года. Семена помидоров, созревших в теплице ММК «Агро», были засеяны в августе. На сегодняшний день в результате усилий рабочих они принесли высокий урожай. По утверждению хозяйственников, с 1 гектара теплицы можно получить от 120 до 150 тонн высококачественных помидоров. Такой урожай достигнут благодаря гидропонике. В органической части теплицы традиционное выращивание семян и уход за растениями налажены автоматическим способом, а нормализация температуры сохраняется радиаторным методом, то есть искусственным теплым воздухом. В этой части теплицы обеспечивается вегетация рассады болгарского перца, помидоров и раннего сорта дыни. В теплице постоянными сезонными рабочими местами и высокой заработной платой обеспечены 40 человек. В ходе ознакомления с возможностями и благоприятными условиями работы в инновационной теплице глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку начинанию предпринимателя, а также дал решительные указания и поручения по расширению содержания теплиц на основе этого метода. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.